Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Более 8,5 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли в понедельник границу России в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области во вторник. Готовы ли к оказанию помощи беженцам национальной общины региона? Гость студии Александр Подголов, председатель общественной организации «Русская община республики», основатель городской общественной молодежной организации «Подросток», председатель общественного движения Ассамблеи народов республики. Александр Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как могут национальные общины республики оказывать помощь беженцам? Какой может быть эта помощь? Можете рассказать на примерах, в каких ситуациях национальные общины оперативно мобилизуют свои силы? Вы практически ответили. Ну, во-первых, не может, а национальное культурное объединение нашей республики принимает активное участие в помощи, оказании и сборах гуманитарной помощи. Вот так была собрана гуманитарная помощь, которая недавно была доставлена в Донецкую область, которую сопровождал министр внешних связей и делам народов республики Кириллин Гаврил Витальевич. И туда именно гуманитарную помощь собрал очень много именно общины нашей республики. Ну, в том числе и русская община, которую я возглавляю. Ну и кроме этого, почему здесь вот в этом деле принимает активное участие, потому что курирует сбор это заместитель министра Пяткина Татьяна Николаевна, у которой очень прекраснейшие отношения со всеми общинами, лидерами вот, национально-культурных объединений. И отсюда, соответственно, принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи. Следующий, как пример я вам могу привести, это, например, представители украинской общины. Они сейчас очень здорово помогли беженцам, которые сейчас живут в городе Якутске, с оформлением и переводом документов с украинского языка на русский. При оформлении вот документов, которые они сейчас оформляют как беженцы в будущем, чтобы стать гражданами России. А русская община, у нас была встреча, вот у нас сейчас в городе Якутске живут беженцы из Донецкой и Луганских республик. У нас с ними проходила встреча. Мы переговорили с администрацией пункта временного размещения. Мы поддерживаем с ними постоянную связь. Если что-то необходимо, в силу своих возможностей, мы выходим на различные структуры, как и республиканские, так и городские, для того, чтобы там оперативно решать какие-то бытовые вопросы, ну или там личные вопросы вот, беженцев. Ну а кроме этого мы с ними договорились, и мы с ними постепенно, вот с беженцами, проводим культурно-массовые мероприятия. Ну, например, так они побывали на спектакле в Русском театре. Буквально по-моему, дня 4 назад был концерт русского ансамбля русской песни «Раздолье», где тоже они пришли и тоже с удовольствием посмотрели представление этого ансамбля. Поэтому общины, все национально-культурные, по большому счету, готовы принимать участие в помощи и в организации жизни беженцев здесь. Ну и не забывайте, что все представители или члены национально-культурных объединений, они все-таки в основной части своей являются гражданами России. И в силу своей работы, и в силу нахождения в городе Якутске, так или иначе они по ним помогают. А считаете ли вы, что к сегодняшней спецоперации привела в том числе украинизация на территории Украины? Ну, вот знаете, вот украинизация, к сожалению, слово украинизация стало синонимом, ну это мое личное мнение, слову нацизм. Понимаете, ну есть такое вот понятие, как были там украинизация, якутизация, русификация, да? Это когда внедряется, пропагандируется и популяризируются языки, там, культура. Но так как это делалось на Украине и делается на Украине, это уже граничит с нацизмом. Понимаете, когда есть там русский националист и русский нацист, например, это совершенно два разных человека. И вся проблема, что украинизация – это уже нацизм.
в том виде, как оно проходит. Потому что националист, он защищает свою культуру, да, он, может быть, как-то слишком остро воспринимает какие-то там в адрес своей культуры какие-то обращения, он очень остро реагирует на них. Но никогда перед ним, националистом, не стоит цели уничтожения другого народа или там занятия какого-то пространства другого народа. А вот у нацистов, у них главной целью-то становится это уничтожение другого народа путем занятия пространства других народов. И вот украинизация, к сожалению, она стала, ну это мое вот личное мнение, именно стала нацизмом. Нацисты, когда там на Западе вот этот, говорят, что на Украине нацизма нету, потому что Зеленский еврей. Ну, понимаете, на самом деле это лицемерие, да? Это же не мальчики мелом нарисовали на заборе свастику, а это же татуировки таких размеров на теле. Это же они кричали там москаляку на геляку, это они же ходят 1 января в день рождения Бандеры. Ну, и это нацизм чистой воды. Поэтому все, что сейчас происходит, конечно, это дело коллективного Запада. А Украина, то, что сейчас происходит, да, спецоперация, на самом деле это орудие. А украинизация – это одно из деталей вот этого орудия, которое используется в борьбе против нашей страны. Поэтому надо бороться с украинизацией на Украине. И я думаю, победа будет за нами, и все поставленные цели этой операции будут выполнены. Александр Григорьевич, спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.